Конечная цель в виде мата этими не по годам развитыми детьми достигается ежедневно и по нескольку раз. Однако стремиться к совершенству маленькие интеллектуалы не прекращают. Все просто. Каждый, знающий этот вид спорта, не понаслышке знает, натренировать себя в шахматах до идеала практически невозможно. Вообще я прихожу, чтобы учиться играть лучше, чем сейчас. Нас учит тренер показывать разные задачи на доске, чтобы мы решали их. И мне очень интересно ходить сюда. Влад занимается шахматами 4-й год. В родной школе имени Карпова чувствует себя как дома. Еще бы, 3 раза в неделю сразу после школы мальчик приходит именно сюда – оттачивать профессионализм на доске, решать задачи и учить комбинации. Паты ставить, там, разные позиции. Вообще, думаю, здесь надо очень часто. Тут никак сходить и учить вообще надо. У нас в нашей группе начинающих вообще не принимают, только те, которые уже понимают, как играть и знают какие-либо там связки. Совсем недавно абхазские шахматисты вернулись с крупнейшего в Европе шахматного фестиваля Moscow Open 2017. На этот раз в нем приняли участие 16 совсем юных и 4 взрослых шахматистов нашей страны. Уже который год абхазскую сборную самого интеллектуального вида спорта на этот турнир приглашает правительство Москвы. И стоит отметить, что наши шахматисты показывают достойные результаты для чемпионата такого уровня. Знаете, там больше 1500 детей приезжает со всего мира. Вот. И там и Китай представлен очень широко, и Индия, и другие страны. Но вот абхазская делегация была наравне с ними по количеству. Выступили наши дети, мы считаем, успешно, потому что все-таки там высокая конкуренция, очень трудно там в этом плане, но тем не менее наши не были среди аутсайдеров, это однозначно, ну и наши позиции это в середине турнирной таблицы. Взрослые шахматисты турнира делились на 2 лиги, в одной из которых был представлен наш соотечественник, известный абхазский шахматист, уже тренер Артем Табарян. И он там участвовал, Табарян Артем. Во 2-й лиге, 380 участников. Вот. И на протяжении долгого времени шел в лидерах, на 1-м месте. Вот. Представьте, подходили там 3 сотни человек подходят и видят Табарян Артем, Республика Абхазия, на 1-м месте. Но, правда, окончательное место, 7-е место из 380 участников. Но это наши. Ситуацию по европейским странам, по еще другим странам. Вот. Но в этом году как-то удалось прорвать блокаду такую. И президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов принял нас. Более того, он дал разрешение опубликовать все это в средствах массовой информации, и фотографии, и все. Кроме того, была грамота за вклад в развитие шахмат Абхазии, вот для Федерации шахмат Абхазии, за подписью президента ФИДЕ Илюмжинова. Ну, это для нас это то же самое, что если, допустим, по футболу Йозеф Блаттер встретился бы с Джемалом Губаз, вот такой уровень. Вот. И тем не менее, вот эта встреча была и очень запомнилась, и она дает нам в будущем какие-то перспективы все-таки, чтобы мы вступили в Международную шахматную федерацию наравне с другими странами.
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов высоко оценил международные соревнования «Абхазия Open», которые проводятся вот уже 15 лет. В рамках этой же поездки состоялась встреча молодых шахматистов с Бесланом Агарба. Председатель московской абхазской диаспоры вручил юным спортсменам памятные подарки и сувениры, а отличившимся детям денежные призы. Сегодня в шахматной школе имени Карпова учатся более 100 детей, мальчиков и девочек примерно поровну. А главным событием Нового года здесь считают запущенные с 1 февраля в каждой столичной школе факультативы по шахматам для всех желающих. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Абазда ТВ.